чудовищной пошлости, это просто пошлятина, то, что мы наблюдаем, это какой-то такой водевиль под названием, ну не знаю, мыльная опера под названием «ФСБшники тоже плачут», и что до них можно, оказывается, дозвониться. Давайте мы не будем сейчас впадать в ту же пошлость, на ту же пошлую поляну заходить, которая уже захвачена Навальным. Мы все-таки будем нормально анализировать то явление, с которым мы столкнулись. Я помню, когда произошли события в Беслане, была такая журналистка, настоящая журналистка, Анна Степановна Политковская. Она полетела туда и не долетела. Ее отравили в самолете. И она тогда чудом осталась жива. И там ее откачивали очень. В Ростов, по-моему, в Ростове, по-моему, сел самолет. Ой, я уже и забыл, Саш, про это событие. Действительно же было такое, да. Так, ну, я просто напоминаю. Спасибо. Да, потому что действительно очень много всякой информации, она одна на другую накладывается, затирается со временем. Это правда. И весь расчет на то, что мы этого и не вспомним. Так вот, сел там самолет в Ростове, там действительно было... Ее очень тяжело, долго откачивали, она долго потом после этого лечилась. И, в общем, и знаете, я что-то не могу припомнить, чтобы она потом взяла и позвонила своим отравителям по какому-нибудь там мобильному телефону, а мобильные телефоны уже были, и как-то ей не довелось это сделать. Но не потому, что, наверное, она была бездарнее Навального. Просто мне кажется, что мы имеем дело с таким с пошлой имитацией, когда уже загажено все, когда уже становится, ну просто нет ничего святого. А поскольку растление внутри пещеры, как я называю, не называю это рейхом, я называю это пещерой, растление уже такое, на таком уровне, и люди уже, они уже не умеют думать, у них уже отсутствуют давным-давно причинно-следственные связи, они не умеют анализировать. И конформизм достиг уже такого уровня, когда люди одинаково отказываются говорить, что о Путине, что они думают, что о Навальном, что они думают. И просто уже конформизм такого уровня, что не дай бог что-нибудь про Навального ты скажешь такое. Это же касается и блогеров. Саша, скажи мне, я уточню просто прямое. Еще мы долго будем говорить. Скажи, пожалуйста, то есть ты не веришь вообще, что этот разговор состоялся с реальным ФСБшником, который принимал участие в покушении на Алексея Навального в самолете? Возможно, это был разговор с реальным ФСБшником. Возможно. Возможно, ему позвонило начальство и сказал, тебе, короче, будет звонить такой вот человек, тебе придется ответить на этот звонок. И все. Это приказ. А уж как ты ответишь, ну, ответь как-нибудь. Возможно, то есть предупредило начальство, что будет звонить Навальный? Ничего, ну а что? Понимаете, Айдер, я вам так скажу, что в этой пещере все возможно. Не, ну, Саша, я русский. Я русским вообще не верю. В принципе, есть такая поговорка крымская, которая гласит: не опирайся на воду, не верь русскому. Я четко ее придерживаюсь, тем более в условиях действительно русского рейха, извращенной, информационной, где врать может абсолютно каждый, и тем более не верю крымнашистам, это понятно, да? Но все-таки хочу вернуться к фабуле. Не вопрос верю, не верю, а сейчас я передам слово твоему собеседнику, возможно, оппоненту, потому что, возможно, Марк Фегин имеет другую точку зрения на это. Он с нами уже на связи из столицы Русского рейха, Москвы. Привет, Марк. Привет, Айдер, привет, Саша. Не совсем из Москвы, я тут петляю, чтобы меня не посадили, поэтому я уже, так сказать, передвигаюсь, так сказать, от одних знакомых к другим, так что все нормально. То есть, но ты в безопасности, я надеюсь, находишься? Все нормально, пока я все в безопасности, все хорошо, даже не переживайте, но я в квартире своей не живу, поскольку, ну, как бы там действительно серьезная ситуация складывается, и мне нужно просто технически передвигаться, эфиры. Но все нормально. Нет, подожди, Марк, это серьезное дело. Знаешь, я не... Давай-ка, ну-ка, расскажи про свою ситуацию. Это не так все. Но они же дело на меня хотят возбудить, эту пресловутую синюю галочку. Это я знаю, но почему тебе приходится скрываться? Что это Потому что они взяли паузу. Они взяли паузу, поскольку, когда я это все опубликовал, они взяли паузу, потому что, ну, как-то совсем
возбудить по 315 статью по первой части, что опровержение было опубликовано не по авторизированному аккаунту, который они считают может только через синюю галочку быть, а по нотариально заверенному аккаунту. Марк, здесь в Украине этого никто вообще не поймет совсем. Это разговор, да, на другом языке. Но... Я вот так и говорю. Ну а что они хотят с тобой сделать-то? Все, что они хотят прекратить мой канал. Сейчас это самое главное. Это самое болезненное, чтобы не было такого канала в Ютубе, поскольку разные до меня слухи доходят, что они там хотят меня тоже в список внести экстремистов. Но это обычная история, они всех так. Поэтому тут разные такие вещи. Но возвращаясь к разговору, я, так сказать, друг Саши, я и твой друг, Айдер. В чем я, так сказать, я послушал, что говорил Саша, в чем я нахожу возможность возразить, что мне кажется в этой истории конкретно с отравлением выглядит вполне себе убедительно. Во-первых, я, в отличие от Александра, все-таки, конечно, не являюсь противником Навального. Я считаю, что Навального реально отравили, реально новичком. Все, что с ним происходило, это действительно является операцией какой-то части российских спецслужб, какой-то части ФСБ. Прежде всего, СЗКС БТ — это вторая служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом генерала Седова. Она, собственно, и меня преследует, именно эти же люди. Это такой 7-й отдел, там такой. Навальный занимается другой, правда, отдел, это посерьезнее история. И плюс вот этот институт криминалистики с специалистами по отравлениям, которые работают с боевыми веществами, в частности, в Шиханах. Вот этот Машканов, Машкаков, о котором постоянно говорится, это реальный человек. Вот тот же Углев и выступавший у меня специалист говорил, что да, те, кто остались в Шиханах, прекрасно его знали, этого офицера Машкакова и так далее. Я почему возражу Саше? Потому что у меня ощущение в этой конспирологии, что мы все время подозреваем, что, например, Навальный — это продукт одной из башен Кремля или какой-то крыла внутри ФСБ. В частности, говорили, что он является под кураторством находился бывшего первого зама Смирнова, который сейчас в отставку ушел буквально в конце лета. И после этого, кстати, произошло отравление. Это все не имеющие под собой никаких доказательств, предположения, которые часто рассыпаются так же, как с его тестем Абросимовым, про которого много говорилось, многие повторяли историю, что отец его жены Юлии Навальной является бывшим или действующим сотрудником спецслужбы, а в итоге выяснилось, что он умер вообще в начале 90-х годов, и это никем не отрицается, не только документально, но и фактически, потому что нет там никакого. А из этого целая история была. И первый, что меня всегда настораживало, эту версию выдала Ксения Собчак. Но вот по поводу Ксении Собчак сомнений в том, что она является доверенным лицом не только сотрудников администрации, не только Золотова, который в детстве у нее охранником был, возглавляющим Росгвардию, сам Путин, который по разным данным является ее крестником, крестным отцом и так далее. Там сомнений нет, откуда она берет эту информацию и выдает ее публично. Что касается с этим отравлением. Вот смотрите, если бы мы предполагали, что вся эта история — это какая-то реконструкция, это какая-то оперативная реконструкция спецслужб, в нее же, в эту историю, вовлечены и западные участники. Не только больница Шарите, не только Меркель, не только Макрон, но еще и Беллинкет, который, в каком-то смысле сотрудничает, получает какую-то информацию от каких-то, наверное, западных источников, спецслужбы это или еще кто-то, я не знаю. Это и западные издания от CNN до других. И все это захотело участвовать в какой-то схеме. Все они захотели стать фасадом, обеспечивающим легенду Навального. Я в это не могу поверить в принципе, при том, что мы умозрительно рассуждаем. А факты говорят о другом. Еще раз повторяю, Навальный, который находился в коме и по ДВЛ, он находился не только в России, где можно было разыграть этот спектакль, но он ведь находился по ДВЛ и в коме, и в немецкой клинике. Репутация немецких врачей не такова, что они тоже бы готовы были легендировать вот эту
этот спектакль. Аргументы сильные, серьезные аргументы. Хочу уточнить у тебя, Марк. Вот что касается этого пранкерского диалога. Да. Я слышал разные версии, и Саша, наверное, слышал разные версии. Там и Гудков, этот бывший ФСБшный, ныне оппозиционер, бывший, который говорит, что да, по уставу там не положено, конечно, вообще говорить, а тем более он час говорил с ним, да? Нельзя. По обычному телефону, по мобильному, взяв трубу, по звонку там с какого-то коммутатора, как-то записан там у него кто-то был. Ну вот, опустим, откуда у Навального телефон комментатора ФСБ, допустим, через спецслужбы, через Bellingcat, это все там может быть такое. Да, и он говорит, что на практике, как в этой полубандитской организации, типа, устав часа нарушается, ну типа, ты что, пацан, не знаешь, что тебе звонит, давай там вот это быстро, тут мне там все, да? И половина разговора. Вот это правда, что такой бардак действительно с секретностью в российских спецслужбах? И пропал тут же вот у нас фейк. Не, все нормально, все нормально. Сейчас я... Это технический вопрос. Алло? Да, но вот видишь, ты сразу скрылся. Да. Угу. Но говори. Мы тебя слышим все равно. Так, я с Вайбера, поэтому не обессудьте, уважаемые зрители. Я стараюсь как могу, что называется. Вот так меня видно, Айдар? Ну, видно, но, честно говоря, лучше ты камеру опустил, да, и вот тогда там видно, где ты находишься. Деревянный крыш. Не-не-не-не-не, вот, отлично. Теперь чуть-чуть в бок, чтобы лицо было. Вот, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Все, сами сделают все наши, не трогай ничего. Мне говорят, сиди, ничего не трогай. Все. Вот, сами наши выровняются. Все вот хорошо. Да, все нормально, слушай. Значит, я вам скажу так. Там есть объяснение, потому что вот этот Кудрявцев, о котором речь шла, он единственный, кто откликнулся. Я так понял, что всем 8 звонили. И откликнулся и поговорил по телефону только один единственный от Кудрявцев, в силу того, что он не профессиональный оперативник, а его взяли из армии. А в армии там просто деревяшки, не говоря уже, так сказать, конечно, там и другие товарищи, видно, что интеллектом не обладают, но этот-то совсем деревянный. Это самое поверхностное, первое объяснение. Но есть и другое. Оно заключается в том, что, вы понимаете, какая вещь? Навальный сказал такую фразу, что мы готовы к фонографической экспертизе. Вот он не случайно это сказал. Нас ждет какая-то 3-я серия, судя по всему. И эта серия будет вполне впечатляющей. То есть они же ведь тоже не выдали все расследование сразу. Сначала появилось видео, где рассказ весь там, с биллингом, со всем остальным, там, видео, которое набрало там, 7 или 8 миллионов просмотров. И только 14-го, значит, соответственно, декабря был вот этот звонок в самый канун выхода этого расследования. Они позвонили утром Кудрявцеву, а к вечеру, соответственно, выдали это расследование. И только через неделю, когда Путин провел свою пресс-конференцию 17 числа, Навальный выдал после нее уже, после его объяснений на этой большой пресс-конференции, так как он это объяснил, он выдал запись Кудрявцева. Это означает, что Навальный очень уверен в том, что у него есть, в том, что он обладает и другой информацией, которая, если сейчас посыпятся обвинения его новые, он выдаст через какое-то время, и опять надо будет снова переобъяснять. Поэтому я просто убежден, что действительно этот вопрос был продуман со стороны Навального, со стороны его там команды и тех, кто с ним работает, чтобы не попасть в ситуацию, когда скажут, ну это какой-то чей-то голос непонятный, вы там сами друг с другом разговаривали, и теперь вы даете это за какого-то Кудрявцева. Ну и плюс я хочу сказать параллельно, ведь приехали к дому на Рябиновой, и если бы не было ничего такого, что происходило в этом видео, вот эту соратницу Навального, Соболь, там же не происходило бы с ней, что возбудили уголовное дело о проникновении в жилище. Да? То есть мне кажется, что, я думаю, преждевременно говорить о какой-то выдуманной реконструкции этого события, вот этого звонка, по той простой причине, что не все карты раскрыты. Вот так бы я ответил. Хорошо, приняты аргументы, аргументы серьезные. Саш, ну вот Марк сказал, мы же рассуждаем вместе, как это все может быть. Еще раз говорю, я не хочу, для меня Навальный такой же абсолютно враг, как и Путин, я просто рассматриваю их как элементы вот этого рейха, да, а вы уже больше наблюдаете за этим. Но в таком случае вопрос, который сначала я Саше адресую, потом Марк добавит, если будет что. Ну, ключевой тогда вопрос, вернется ли Навальный в Россию? Если да, то почему? Если нет, то почему? Саш, как ты думаешь? Я могу сказать, вообще, какой кошмар, что мы это сейчас на полном серьезе обсуждаем. Ну, нам приходится это делать. По той причине, что вот господин Навальный, он как самый настоящий очень дорогой агент, он уводит от самого главного.
Никто не обсуждает, что опять продлили срок Марку Гальперину. Никто не обсуждает, какие репрессии готовятся в России и уже идут. Все обсуждают, так дозвонился он до этого Кудрявцева, что там с трусами? Что там с трусами? Вот что обсуждают. Это чудовищно. Ну, слушай, понятно. Когда Марк Саш. вот сейчас сказал, что будет еще 3-я серия, я не сомневаюсь, что будет и 4-я. Эта музыка будет вечной, потому что там задача, там целеполагание другое. Алексей Анатольевич очень долго был лидером оппозиции внутри России. В результате его кипучей деятельности мы наблюдаем, что оппозиции в России не осталось. Вот такой вождь. Ну, не осталось. Но сегодня вышел с синими трусами Виталий Манский, режиссер. Один человек вышел в здании ФСБ, но я так понимаю, что Виталий вышел в том числе, я прошу прощения, но он кинематографист, в том числе для того, чтобы это будет кадром его следующего фильма. Да? Но здесь массовых протестов ни в момент покушения, ни в момент комы, ни в момент чего мы не наблюдали. Но это моя такая фактическая ремарка. Да. Что мы имеем? Давайте говорить о главном. Оппозиция в России мертва, ее нет. Она растоптана в пыль. Над этой пылью витает весь в золотых доспехах великий Алексей Анатольевич. Безальтернативное лицо оппозиции. Все, безальтернативное, единое. Но это факт, теперь... с этим невозможно спорить. Да, ну, как бы да, но для Запада тем более сейчас. Вот он, жертва покушения. Сейчас он нужен на Западе. Что нужно сделать для того, чтобы на Западе ему поверили? Правильно. Его нужно внедрить. Как его внедрить? Через отравление. И вот он уже на Западе. И вот он уже выступает перед Европарламентом о том, что ни в коем случае нельзя против России вводить санкции. Ни в коем случае. Вот против Алишера Усманова, пожалуйста, вводите, хоть обводитесь. А вот против России не надо. Не надо. Хорошо, что Европарламент его не послушал. Потому что господин Навальный сейчас будет говорить о том, что ни в коем случае не вводите санкции против Лукойла, против Норникеля. Нельзя. И тут же ему вторит господин Дерипаска, что любой человек, давайте примем, говорит, закон, что любой человек, который топит за санкции, за введение санкций, будет теперь вне закона. Что он будет рассматриваться теперь российской Фемидой, спецфемидой, как изменник Родине. И вот что это значит, кстати? А что это, кстати, значит? Что Дерипаски подгорает, он боится, что со сменой президента в США он может серьезно попасть под этот санкционный каток? Такой уточняющий вопрос. Да у них у всех там подгорает. У них подгорело от того, что Байден может просто отключить Россию от SWIFT. У них там все подгорает. Им нужно срочно внедрять своего спецагента. Вот и все. Меня можно сколько угодно обвинять в конспирологии. Я руководствуюсь тем, что вижу. Саш, но я тебя обвинять не буду в конспирологии, тем более, что такая логика есть и в моих рассуждениях тоже. Сейчас я к Марку перейду, спрошу его, мне это очень интересно. Но я просто хочу объяснить свою логику. На мой взгляд... Я прошу прощения, да? У меня еще 3 минуты буквально, потому что у меня Ой, еще... Саш, нет, тогда ты договори уже все, что ты хотел сказать, а мы с Марком продолжим уже потом вдвоем. Я знаю, что у тебя время истекает свободно. Да. Большое спасибо, дорогой Айдер. Я хотел вот просто в заключение сказать, что господин Навальный отвлекает от самого главного. Это, конечно, будет увлекательное шоу. Оно будет длиться еще несколько месяцев. Мы это увидим. Люди будут живо обсуждать, но это все будет не о главном. Это будет все не о том, что будет на самом деле происходить в России. Вы это все увидите. И еще хочу сказать одну такую вещь. Господин Навальный, с моей точки зрения, он не совсем политик, он гибридный политик. Это человек, который успел побыть националистом, который успел побывать в Яблоке, откуда его погнали с позором, надо сказать. Это человек, который не имеет таких четких убеждений и системных взглядов. Это человек, безусловно, про деньги и, безусловно, про власть. Человек, ну, если сравнивать его там с политиками, ну, у которых есть действительно взгляды какие-то, ну, я не буду сейчас Бориса Ефимовича, но, допустим, тот же самый Касьянов. Его просто не сравнить с Касьяновым. Хотя я иногда того же самого Касьянова и называл, что это типичный чиновник Госплана и так далее. Но его же вообще в Украине никто не знает, Саша. Это сейчас, просто, не важно. Ну, уже не важно. Да.
Хорошо, я не буду никаких приводить примеров. Для меня этот человек не политик. Этот человек, который просто очень хочет кусок власти. И чем больше этот кусок власти, тем лучше. Когда-то 21 год назад огромное количество друзей со мной рассорилось из-за Владимира Путина. Они очень хотели видеть его президентом. Я говорил, что этого спецчеловека нельзя допускать до власти. И меня, ну как, это сейчас, можно сказать, забанили, да, раздружились со мной в жизни. Огромное количество людей. Сегодня меня банят из-за Навального. История повторяется. Потом эти люди, наверное, будут просить у меня прощения. Хотя не обязательно. Людям ведь очень удобно говорить, что они ничего не помнят, и у них память, как у золотой рыбки. И я думаю, что история повторится по кругу. Встречайте Путина номер 2. Да, это был, конечно, феерический спич Александра Сотника из Братиславы. Спасибо, Саша, что нашел Спасибо. время включиться. Спасибо. Твоя точка зрения выслушана, услышана всеми. Сейчас мы будем обсуждать дальше. И Марку Фейгину, который так призадумался над тем, что сказал, ну, может быть, и уже слышал такую версию. Я, знаешь, что хочу сказать? Вот такой перепас сделать от Саши Сотника к тебе. Дело в том, что у меня есть такая логика, не конспирологическая, а просто вот фактологическая. Я просто помню, когда... В каком году у нас, ты же адвокат, знаешь, в каком году у нас освободили господина Ходорковского? Ну, это был 2013 год, декабрь. Ну вот декабрь 2013 года как раз, значит, и он уехал на Запад. Потом в 2014 году в апреле он делал форум в Киеве, пытался мирить русских с украинцами. Да, Тут был скандал, но тут и Борис Немцов был, и все было тут. Я познакомил Ходорковского тогда с Мустафой Джемилевым, Бориса Немцова с ним, по-моему, тоже познакомил. И здесь Борис произнес ту свою фразу, за которую, как многие считают, его убили. Это он матом назвал Путина, да, и так далее. Это много чего было, но суть даже не в этом, а в том, что, уехав в Лондон после 10 лет отсидки, ну, перед этим Ходорковский дал интервью, в котором сказал, я бы воевал, как и Путин, с Чечней. Да. Это, конечно, было бы так прозвучало интересно. Даже 10 лет ты сидел, так и не понял, почему ты сел. потому что тот человек, который тебя посадил, хотел быть единственным фюрером. А для этого нужно было уничтожить свободную Чечню. И только поэтому ты и сел, в общем-то, да? Ну, окей, я это ему, в принципе, в лицо говорил. Я имею в виду Ходорковского. Я видел его на нескольких конференциях, там, в Литве и так далее. Вот, но самое главное не это. Извини за долгий спич, просто логика такая. Он, Михаил Борисович, несколько раз, в том числе несколько раз в моем присутствии, пару раз как минимум, он убеждал западных экспертов, политиков, министров снять санкции с России. То есть человек специально из Лондона прилетал в Вильнюс, где площадка была для этих встреч, ну еще куда-то, но я уверен, что он говорил это не только там, я просто там это слышал, да? Он говорил вещи, от которых там у некоторых литовцев, вот они немножко как-то даже в креслах покачиваться начинали. Как так, да? Приезжает главный оппозиционер Путина. Сейчас вот заметил, да, что главный оппозиционер уже Навальный. А тогда главным оппозиционером 100% был Ходорковский. Ну, Немцов еще был жив, да? Но вот из типа иммиграции Ходорковский. И как это так? Человек борется с Путиным, борется. И тут говорит, надо снимать санкции с России. И смотри, но проходит какое-то большое количество времени, уже 7 лет. С Ходорковскому не удалось решить вопрос. Не получилось таким вот образом как-то снять санкции. Не знаю его подоплеки, ничего не буду говорить, но он хотел снятия санкций с России и введение только персональных санкций. Слово в слово фактически сейчас повторяет Алексей Навальный после отравления и того, как он оказался за рубежом. И у меня остается вопрос, вернется ли он с этого, вот прошу начать тебя ответ, да? Да. Но не выглядит, для меня это выглядит так, что Навальный, ну, внедрен он там, не внедрен, так получилось, версия Саши верна, я сейчас оценивать не буду, но он занимает место господина Ходорковского, который, в общем-то, уже, получилось, что не очень сильно к нему прислушивается на Западе. И что он будет тем человеком, который будет говорить, не мешайте, условно говоря, строить Северный поток-2. Он уже в первом интервью говорил, что это так вот, что-то там такое нормальное, да? Значит, это дело Германии, типа, он, то есть не требует прекратить покупать газ у России. И уже про то, что персональные санкции нужны, а не общие санкции против России и так далее, и так далее. Не замена ли это молодого
человека, на молодого более политика, вот жертва режима, который теперь будет, Байден же еще приходит, и фиг его знает, что дальше, да, и что дальше, чего ждать от этого Запада. Теперь вот вернется ли он в Россию, а дальше уже произвольная программа. Извините, я выскажу свою версию, я уже ряд раз высказывал. Я считаю, что Навальный-то, наверное, предпримет какие-то действия по возвращению. Только его не примут в России. То есть они сделают все, чтобы он больше туда не вернулся. Это например, уголовное дело? Уголовное дело, да? Нет, но у него и так уже букет уголовных дел, он прекрасно о них знает и прекрасно понимает, что, так сказать, они будут продолжать изображать законы, навешивать на него новые и новые дела. Поводов они найдут, там искать им не надо. Но я думаю, что это совершенно не случайно. Вот эти разговоры и того же Дерипаска, и всякого рода лиц из Госдумы, из Совета Федерации, из Песковых и самого Путина о том, что он там пользуется услугами западных спецслужб, в частности ЦРУ, это, мне кажется, в ту сторону направлено, чтобы лишить его гражданства и просто не пускать в Россию. Мое мнение таково, потому что я-то считаю, что его реально пытались отравить, и многие так считают, и для этого есть основания. И, собственно говоря, зачем им начинать это все заново? Подожди, Марк, стоп. Подожди секундочку, маленькая ремарочка. А что значит лишить гражданства? Если они... Все очень просто. Они примут поправки к законам и в исключительном порядке будут лишать гражданства на основании поправок к закону о гражданстве Российской Федерации. Минуточку. Меня, Ленура Ислямова, меня, значит, Рифата Чубарова, еще ряд людей, просто сейчас вылетели с головы фамилии, они преследуют как граждан России. И совершенно не собираются лишать гражданства. Они в Интерпол подают, там, не знаю, там, ну и так далее, да, как на гражданина России. И тут друг Навального, они лишают всех проблем с этим гражданством. Говорят, ты нам больше не гражданин, не свободен, да? Что-то я тут логики не вижу. А зачем они на меня заводили уголовное дело, как на гражданина России, например? Хотя я уже гражданин Украины. Зачем? Они меня не отпускают из этого, а тут они для него специально такой сделают реверанс. На, иди свободен. Да, я тебе отвечу. Во-первых, потому что ни ты, ни Ленур Ислямов, или кто-то другой не собирается возвращаться. И такой проблемы для них нет. Конкретно в связи с тобой, ну и другими, так сказать, уехавшими из России инсургентами. И поэтому там этот вопрос не требует такого решения. А интерес Кремля сейчас именно в том, чтобы Навальный не возвращался, а не в том, чтобы пустить его обратно. Они-то говорят разное, что там он, конечно, не имеет права, как говорил Песков. Просто после этого они уже несколько раз заявляли о том, что он изменник Родины. В разных, так сказать, редакциях делали такие заявления. И конкретно с ним по-другому это решить невозможно, потому что формально Конституция не допускает возможного лишения гражданства. Но что такое Российская Конституция? Что она из себя нынче представляет? Можно ли ее обойти путем внесения каких-то поправок в законы, которые обеспечат им возможность подобную меру применять к отдельным, так сказать, персонажам, в частности, к Навальному? Я считаю, что это возможно. Конституционный суд, который рассмотрит тут же после внесения этих поправок на предметах конституционности, одобрит их. И я не вижу тут проблем. Как бы это инструмент, который они себе дадут в руки. Для того, чтобы окей, но то есть твой ответ, Марк, он не вернется. Я думаю, что его не пустят. Это вернее будет сказать. Сам он, что касается, я не знаю его состояния, я переписываюсь периодически с Навальным, у нас с ним поддерживаем связь, но я не могу судить о его здоровье, позволяет ли оно ему вернуться. То есть то, какого мы Навального видим, то он выглядит как обычный Навальный. Но что там происходит с его лечением и что и как у него работает, я не знаю. Это я в сторону не касаюсь, я просто ее не знаю. Значит, что касается, почему он задерживается в Германии, я не исключаю, что он ведет переговоры с западными политиками. Ну, точно он встречается с Меркель, он встречается с представителями Европарламента. Это уже точно публичная информация. Но я думаю, что и с американскими политиками он встречается. И я не исключаю, что он дождется инаугурации, прихода Байдена в Белый дом для того, чтобы дождаться, чтобы у него появились союзники из-за океана. Потому что Трамп явно не его союзник. Трамп совершенно у другого персонажа союзник. Поэтому и он будет чувствовать эту силу за спиной, попытается разыграть, о чем сказал Саша Сотник, значит, вот эту карту публичную с возвращением. Он имеет формально политическое право вернуться, и он хочет получить гарантии, что ему дадут вернуться. Но, на мой взгляд, российская власть ему не позволит этого сделать.
Потому что, еще раз повторяю, Навального отравили по многим соображениям и многим раскладкам экспертов, и тех, которые, я считаю, под этим имеют основание говорить, потому что начался какой-то процесс. Его называют транзитом власти, его называют переменами, там сказать, переходом к новому состоянию в связи с сменой американской администрации. Потому что они очень закладывались на второй срок Трампа. Очень закладывались. Что Трамп будет сидеть до 2024 года, ровно срока, когда у Путина истекает формально его каденция. Так вот, я еще раз повторяю, что ситуация полностью кардинально изменилась. Она изменилась, что называется, с лета, когда стало понятно, что Трамп проигрывает. А хотя еще до пандемии, еще до начала всех этих проблем, экономическая ситуация была в Америке блестящей, и никто не сомневался, что 78-летний Трамп, 78-летний Байден не выиграет выборов у Трампа. Ситуация изменилась, они начали процесс так называемого транзита с отравления Навального. Тут уже можно строить любые предположения, почему они это сделали и какая из групп. Подожди. Марк, транзит подразумевает передачу. Транзит — это да, передача. Да. Я смотрю на Путина, который умирает каждую неделю. Есть некоторые аналитики, я не буду говорить, что они нам сообщили недавно, и даже британская газета «Сан», которая опозорила просто честь желтой прессы британской, которая имела свои стандарты все-таки всегда, просто беспочвенно написав, что он больной Паркинсоном, еще чем-то он больной, еще чем-то он больной. Я уж не говорю, что с болезнью Паркинсона можно вполне успешно жить и работать, например, принимая определенные лекарства, проходя курс лечения, уж даже это опускаю. Но вот этот больной, умирающий в бункере, как там, я не помню, как его говорили. Вот он вчера или позавчера вышел спокойно на лед на Красной площади, что ли, и там такой, значит, больной, да, такой умирающий с клюшкой такой, да, транзит от кого и кому, объясни мне, пожалуйста, может быть, если даже формально Путин до 2024 года президент с неограниченными возможностями пролонгировать с неограниченным количеством жизней, да, от кого к кому транзит, я понять никак не могу это. Я тебе отвечу на этот вопрос. Отвечать. От Путина к Путину транзит. Ах, вот. От Путина к Путину. Это тоже процесс. Как это и было в случае в 2008 году, когда значит, Медведев на 4 года занял должность президента. Это же тоже была передача власти от Путина к Путину, но не к Медведеву. Это же у нас еще при Иване Грозном было. Да, такая же история. Бекбулатович, известная история. Ну, даже у Семена Бекбулатовича яйца побольше были, чем у Медведева. Начнем с этого. Но я хочу сказать, что не стоит питать иллюзии, что может быть, что транзит — это форма изображения попытки наладить отношения с Вашингтоном и западным миром, от которого очень сильно Москва зависит. Сейчас мы поговорим о санкциях, и о Ходорковском, и о Навальном. Да. Но я хочу подчеркнуть, что Кремль, Москва очень нуждается в хороших отношениях. Почему? Очень просто. Потому что экономически зависит, технологически зависит. Дети их там живут, любовницы, любовники. Все живут там, понимаешь? Ни у одного важного чиновника, ни у одного, я еще раз говорю, из высшей элиты, дети не живут в России, либо, так сказать, не полностью, и чтобы у них не было никакой натурализации, формы натурализации на Западе. Посмотри, они все учились на Западе, у них все имущество, деньги, капиталы и так далее, и будущее они связывают с Западом. Так как можно с Западом ссориться до конца? То есть есть такой, смотри, то есть вариант такой, да, что нужно держать, то есть как бы свое сдавать нельзя. Ну, Крым — это наша добыча, там Сирия — это наша добыча, все наша добыча. Надо это как бы, ну, называется, уйти в кэш, то есть собрать все это дело под себя, да, убрать риски, или хеджирование это называется, я не помню, как это, да? Хеджирование, да. Значит, сесть на этом всем, оглядеться, утереть кровь со зубов, задвинуть клыки, значит, надеть бабочку и с Чубайсом в качестве международного переговорщика, значит, и зайти в западные дома и к этому Байдену, значит, и ко всем давайте на новых условиях. Ну, зачем вы нас будете душить? Ну, мы же можем как-то в реалполитик договориться. Мы на все готовы. Давайте обсуждать, мы готовы. Мы готовы деньгами заплатить. Путин, вам не нравится Путин? Ну, это хорошо. Путин вчера себя назначил председателем Госсовета по указу. Он уже председатель Госсовета. Вопрос, какими наполнятся полномочия этого Госсовета. То есть, смотри, он может даже такой, гипотетически приходит в голову такая мысль, что он может сказать, типа, сделать вид, что он никогда от власти не уйдет, пока он шевелится. Вот я этого абсолютно уверен. Но сделать может вид, да, что он кто-то другой вместо него пришел. Так он уже как делал.
Он уже так делал, уйдя в премьер-министр. При Медведеве он был То премьер-министр. есть это тот фокус, когда, помнишь, когда, кто это был президентом Соединенных Штатов? То ли Джордж Буш-младший еще, то ли уже Обама, когда началась перезагрузка отношений с Россией. Не, Обама. Да, это после грузинской войны. Перезагрузка. После грузинской войны, правильно? Да, совершенно верно. Да, но тогда... Перезагрузка предлогом имела то, что теперь Путина нет. Это была идея Макфола, который в дальнейшем работал в администрации Обамы, стал послом в Москве. Но это на самом деле ужасная дипломатическая и политическая Конечно. ошибка, абсолютно левацкая, глупая, ну да. Да, я с ним по этому поводу поспорил с Макфолом там, в свое время в Твиттере, там, переписывал, он меня начал обвинять, пришел ко мне в мессенджер Твиттера, и мы с ним спорили до ночи по-английски, значит, я его убеждал, что это была большая ошибка, он говорит, нет. Ничего подобного, это был успех, потому что это очень помогло национальным интересам США. Ты знаешь, я сейчас скажу такую вещь, которую У может меня быть... есть эта переписка. Но это я не удивлен, потому что, напомни мне, как звали господина госсекретаря Соединенных Штатов Джон Керри, кажется, да? Джон Керри, он был, да, Джон Керри. Да, это тоже один из таких левых голубков, левых соловьев, да, который в свое время, выступая в одном из университетов Соединенных Штатов с лекцией перед студентами, буквально пару лет назад сказал: вы знаете, мы зря злили Путина, вот все это сейчас происходит, все это вот аннексии, оккупации, дословно, ну, мне дословно передавали по смыслу, то есть дословно по смыслу, что не надо было тянуть Украину на Запад, надо было не злить Путина, понимаешь? И вот они разозлили Путина, эти леваки, и посыпают себе голову, там, я не знаю, позавчерашним пеплом, что теперь вот Украины вот случился Майдан, и вот, мы помогали типа Майдану, и вот теперь мы имеем дестабилизацию границ, там, девальвацию безъядерного статуса, всяких там ну, проблем. Это разрушенный полностью послевоенный мир, да, после Второй мировой войны. Это вот такие леваки на Западе, да? Ну, то есть сейчас, ты думаешь, они надеются, что Байден, придя к власти, способен повторить эту ошибку Макфола, Керри, Обамы? Надеется Кремль на это. Угу. Надеется Кремль. Они строят такой план тактический. Это правда. Но мне кажется, Америка сильно изменилась. Они и вынесли урок из этого всего. И ровно поэтому Макфол не получил никакой позиции в администрации Байдена. А он рассчитывал стать госсекретарем. Но это пока, подожди, это пока. Может и прав, я не спорю. Может еще что-то изменится. Но во всяком случае, я читал его последнее интервью «Инсайдеру». Это такое российское сетевое издание, ты, если знаешь. Почитай его, там он опять в очередной раз затрагивает вопрос перезагрузки. И сейчас он, правда, говорит уже более эскалирующе. Он сказал, что никакой дружбы между между Байденом и Путиным не будет. И что Россию надо выгнать из Интерпола. Это дословно я передаю. Ты можешь прочитать 3 дня назад интервью инсайдеру Макфола. Но это для Макфола невероятный радикализм просто. Невероятный. Да, потому что его Москва попыталась Макфола внести в 16 или 17 году в Интерпол. Ты знаешь об этом? Это за любовь к России-то, да? Вот за все, да. все вот это. Он выступил со страшной пресс-конференцией, орал по поводу Путина. Это был 17-й, по-моему, год. Вот. Но он все равно считает, что перезагрузка это было правильное решение. Тем не менее, я считаю, что вот что касается санкций, это принципиальный вопрос. Значит, я Ходорковскому не симпатизирую. Я не считаю, что Ходорковский вообще способный политик и вообще в состоянии экспертно оценивать ситуацию. Это человек как был бизнесменом, так, в общем-то, и остался. Он, может, он неплохой управленец. Более того, он боролся за свои активы. И да, эта борьба перешла в политическую плоскость. За это его и посадили, собственно говоря. У него хотели отнять компанию ЮКОС. Он ее не хотел отдавать. И да, это получило политическое выражение. Свои 10 лет он сидел уже фактически, как политик. Другой вопрос, что он никогда не был оппонентом Путина. Он представитель властного класса, не забывай. Нет, он просто был альтер-эго Путина. Он не стал Путиным, возможно. Может быть. Но я еще раз подчеркиваю, что Навальный — это человек улицы. Он никогда не был во власти, он не был олигархом, не был миллиардером. Ну, ты знаешь, подожди, немножко возражу. Давай так мы активненько, сейчас 10 минут или 7 минут. Вот, например, не был человеком Путина. Я утверждаю, что националистические и правые организации, в которых состоял Навальный и которых он поддерживал, ну, собственно, это показала их дальнейшая судьба, этих организаций. Они четко курировали с Кремлем и ФСБ. Когда надо, их поднимали, выгоняли на марши, когда надо, сажали за решеточку, как ты знаешь, да? Вот он оттуда, из этой среды вышел, из среды вот этих правых, да?
Он вполне мог быть связан и с Кремлем. Он не просто Нет, с улицы. он как раз-таки генезис его другой. Он вышел как раз из яблока, реально из Где-то из Яблока его выгнали за национализм. Ну, там не совсем так. Его никто не выгонял, он сам оттуда ушел. Но суть же не в этом. Назвав чуркой там азербайджанку. Это со слов этой женщины, я не знаю, правда это. Ну окей, ладно. Он потом грузин Грызунов грызунами называл, Да, неважно. Да. это было в его лайв-журнале, в живом журнале. Он за это, по-моему, извинялся. Нет, не извинялся. Не, ну я слышал эти извинения. Ну окей, ладно. Это его вина, это на нем всегда останется. Понимаешь? Это на нем всегда останется, называть грызунами, понятно все это. Но, Так он призывал еще депортировать всех по национальному признаку, что нам хорошо знакомо, да. Я еще раз повторяю, Навальный все-таки разные происходил периоды, но уж последние, там, я не знаю, 10 лет мы от него ничего не слышали, кроме бутерброда, к которому так прицепилась украинская аудитория, справедливо. Слушай, он 40 раз повторял, что он не собирается отдавать Крым Украине. Чувак, извини меня, тебе Запад любой скажет, что ты должен отдать в любом качестве. Тут ты, кем бы ты ни хотел быть вообще. Я тебе даже в твоем эфире, когда у тебя был в Киеве, говорил, он это делает для того, чтобы не потерять большинство русской аудитории, его потенциальных избирателей. Он заигрывает с ними, он заискивает перед ними. Потому что тема эта, она, как ты знаешь, в России на 90%, ну на 80% людьми поддерживается. Крым наш, настроение, ими поддерживается, ну, не знаю, может, на 80%. Ну, окей, это мы все знаем, это массовое безумие, это наркотик, это все понятно. И да? он хочет соответствовать этому, для того, чтобы не нужен ему Крым. Я просто знаю, что он не является никаким фанатом, так сказать, того, что произошло в 2014 году. Но для того, чтобы нравиться избирателям, для того, чтобы не потерять эту большую аудиторию, он говорит это именно так. Ну окей, ладно, Вот отставим, моё- бог с ним. Это и так понятно все, бог с ним. Это его, мы в голову не влезем. Но вот какую роль он будет играть сейчас? Вот будет ли он требовать отмены санкций против России? Что он будет делать? Вот спрогнозируй. Нет, я считаю, что он поступит гораздо более тонко. Я считаю, что он будет настаивать на санкциях. Он действительно настаивает на персональных санкциях, хотя я сторонник секторальных санкций, чтобы ты понимал, и персональных секторальных, я сразу это обозначаю. И всегда я таким был. Никогда не менял своей позиции, потому что я считаю, что только они могут быть эффективны. Нет, а почему, извини, а почему стоит такой выбор? Я прошу прощения. Я тогда Ходорковскому сказал. Он считает, что персональные санкции проще ввести. Вот и все. Так нет, Он надо считает, и то, и что то. Он говорит, это как боксер выходит, думает, с правой бить или с левой. А почему с двух-то не бить? Я понять никак не могу. Но один удар сильнее, другой слабее. Ну какая разница? Да. За эти годы он считает, что Америка не ведет секторальные санкции, или там Европа не вводит их, потому что ей это невыгодно. Они тоже преследуют свои национальные интересы и от денег не откажутся. А вот персональные санкции — это более простой путь, который, да, отрезают от собственности, от денег, от потенциального гражданства этих олигархов, чиновников, сейчас одно и то же, да, и лишает их возможности этими активами пользоваться. Как, например, с Виксельбергом произошло, которого внесли в санкции. Он в Швейцарию не может проехать. В Америке у него все родственники живут, все до единого. Братья, какие-то дети, жены там и так далее. Все получили американское гражданство. И он, один бедный несчастный, за пределы России выехать не может. Ни к своему поместью в Швейцарии, ни к своим домам в Соединенных Штатах. И я думаю, что Навальный исходит именно из этого, что эти санкции вести проще. Что касается Ходорковского, помимо непонимания у Ходорковского, просто-напросто расчет. Он не хочет терять отношения с этой элитой, поскольку он выходит из нее. И поэтому он еще более осторожен в этих призывах. Еще более осторожен, потому что он тоже считает, что у него тут 50 миллиардов, у него, в конце концов, есть интересы в России, и он не хочет терять отношения не с народом, как Навальный, а прежде всего вот с этой самой элитой. Для него он так и остался частью этой элиты. И поэтому посмотри на его сочувственные часто посты в отношении ряда представителей путинской значит, элиты, семейных и других, которым он достаточно комплиментарий. Это какая-то вообще, знаешь, это какая-то тоска по родине, сродни вот этим комедийным фильмам. Помнишь советские фильмы, где вот эти иммигранты, свободный Париж, вот эти «Я институтка, я фея из бара», и сидит такой пьяный генерал какой-нибудь, вот так смахивает такой себе слезы в стакан, да? И иногда действительно эти люди напоминают. Империи это фильм. Да, «Корона российской империи». Корона, извини, пожалуйста. «Корона Российской империи», «Неуловимые мстители». Прекрасное кино, кстати. Вот. Но смысл здесь в том, что... Неуловимые льстители. Вот он, да, Навальный льстит это. И да, он правда часто вспоминает, не Навальный, Ходорковский часто вспоминает
дом родной, ну, понятно, да. Не знаю, То что есть там... ну, друзей вот этих, ну, кого же ты имел в виду, когда сказал, что он там постоянно вспоминает, кто Нет, умирает, конечно, он он там... с ними со всеми связан. Вот посмотри, его комплементарное отношение к Ельцину, к ельцинской семье, к Юмашевым и так далее. Это все вот из-за этой ностальгии по элитным временам 90-х Слушай, годов. Марк, то есть человек так и не понял, почему он сел, да, то есть вот не понял совсем. Я не знаю, я с ним на эту тему никогда не общался и вообще не общался с ним, поэтому я не могу это. Но его же семья ельцинская просто тупо сдала. Ну, просто тупо сдала. Ему же Волошин говорил, не бойся ничего, никто тебя не тронет, перед тем, как его упекли на 10 лет. Какие-то внутренние терки. Но ты не знаешь, ладно. смешиваются и другие факторы. Да, ну ладно. 50 миллиардов. Я понял, но человек, который, выйдя из тюрьмы, говорит, я бы как Путин воевал в Чечне, у меня нет к нему вопросов по политической аналитике никаких. Но давай вернемся к Навальному. У нас остается, Да. я тебе прямо скажу, 2 минуты. Вот все, что им... Вот молчу, говори все, что ты считаешь нужным. Я просто подведу итог, для того, чтобы было все понятно. Я считаю, что все-таки Навальный не является ничьим агентом и так далее. Навальный, несомненно, для своих расследований имел разного рода инсайдерские отношения с представителями той самой власти. Это в каком-то виде или как-то могло такое существовать, несомненно. Навальный, безусловно, преследует свою амбициозную политическую цель, в чем я его вообще не считаю нужным упрекать, потому что не очень понятно, если ты не хочешь добиться власти в России и все нахрен изменить, тогда зачем ты этим занимаешься? С этой точки зрения этот упрек абсолютно неуместен, иначе зачем тогда все это? В-третьих, значит, я считаю, что Навальный действительно перешел на новый уровень, его капитализировало это неудавшееся отравление, хотя, кстати, если бы его отравили, то что тогда? Мы бы говорили и сожалели о нем как о герое, погибшем от путинской машины. Он не умер, его как-то сберегло провидение, и он выжмет из этой ситуации по максимуму. В этом смысле он человек абсолютно хладнокровный, и когда Саша его упрекает за то, что он, в принципе, и должен делать, как минимум мстить своим отравителям, просто мстить, понимаешь, и желать их всех убить, придя к власти. Почему это является зазорным для него? На мой-то взгляд, он именно этим и должен руководствоваться. В русской политике выиграет именно тот, кто будет одержим именно мщением. Так всегда и происходило в русской истории. Ленин, у которого погиб, значит, родной брат, который был повешен за цареубийство, за соучастие в цареубийстве, всю свою жизнь провел мысль о том, чтобы отомстить семье Романовых за то, что произошло с его братом Александром. И посмотри, какой результат. Любой в русской истории эпизод какой ни возьми, он весь на мщении. И в этом смысле упрекать Навального за вот это желание было бы глупо. И то, что он сейчас делает, это тоже мщение. Появление отравителей, заказчиков, то, что он, значит, устраивает этот спектакль, это тоже результат мщения. Приведет ли это в конечном итоге к каким-то переменам в Кремле или отношениям Запада к Кремлю и так далее? Но мы посмотрим, мы не предвосхищаем этого. Это произойдет в ближайшее время, и мы увидим этот результат. Ну, да, он уже чего-то добился. Мы точно это увидим, и, надеюсь, Марка не посадят, вот, тем более после эфира на ТР. Спасибо, Марк, что был с нами. А зрителям АТР я хочу сказать, что, на мой взгляд, до этого, на мой взгляд, мой личный прогноз, не будет. Русский рейх будет разрушен, потому что, ну, как бы история этих вот этих наростов имперских, она заканчивается. И реформировать изнутри, и точно так же невозможно современную путинскую Россию, как невозможно было реформировать Италию Муссолини, который возрождал Великую Римскую империю, или как невозможно было реформировать шовинистический, российский абсолютно рейх германский Гитлера. Ну, просто это такая стадия болезни, когда она не поддается корректировке внутри организма, как и любым путем. Это только операция по удалению опухоли и когда новые ткани будут нарастать и так далее. Но это опять их русские дела. Я надеюсь, что вам было интересно проанализировать то, что и будет интересно, то, что было сказано. Повторю, что русский рейх будет обязательно разрушен, но не без вашего участия, потому что просто смотреть АТР — это, ну, такая себе позиция. АТР нужно поддерживать. Это канал «Воин» на информационном фронте. Мы говорим правду, мы всегда говорим правду и будем это делать. А вы, я прошу, чтобы вы нас поддерживали. Есть на сайте Patreon страница АТР. Там можно стать постоянным донором. Есть разные степени поддержки нашего канала, но как бы вы ни могли
помочь, в каком бы размере. Имеет значение то, что вы это делаете, что вы с нами в одном строю информационной войны, а сейчас это имеет не меньшее значение, чем война физическая. И, конечно, Крым сервет Соладжах. И всего вам доброго. Крым будет свободным. Слава Украине. До новых встреч. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте